языка и литературы в коммунальном государственном учреждении в школе-гимназии номер 7 Туран города Жетсай Жетсайского района Туркестанской области. Своим кредо считает постоянное совершенствование знаний и методов. Немалую роль в этом отвожу современным технологиям. Использование ИКТ на уроках стало неотъемлемой частью любого уважающего себя учителя, так сказать, имиджем каждого образованного человека. Мультимедийные уроки поднимают процесс на новый качественный уровень, благодаря чему у учащихся развивается исследовательский интерес. Они чувствуют себя свободно и готовы к коммуникации на основе полученных знаний и опыта. Современному ученику намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших средств. Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволили мне повысить темп урока, сократить потерю рабочего времени до минимума, увеличить объем самостоятельной работы как на уроках, так и при подготовке домашних заданий, сделать урок более ярким и увлекательным. Именно ИКТ позволило мне вместе с моими учениками погрузиться в другой мир, увидеть языковые и литературные процессы другими глазами, стать их участниками. В процессе обучения предметным умениям и навыкам я стараюсь создать благоприятные условия для обучения. В этой работе для учителя создано много ресурсов. Одним из наиболее удачных решений является для меня и многих моих коллег ресурсы Blue. Удачно подобранный материал помогает раскрыть мне суть задания, а также делать материал доступным для учащихся. В предлагаемом фрагменте урока на тему «Рассказываю сказку по картинкам» я с учениками 2 класса опробируем процесс урока различные методы, ресурсы Blue. Итак, внимание на экран, приятного просмотра. Ребята, посмотрите на зверушку у меня на столе. Скажите, каких сказочных героев вы узнали? Из чего они сделаны? Назовите цвета и форму фигур сказочных героев. Жан Владимир. Это всего героев сказка Теремок. Медведь, лиса, волк, зайчик, егошка, лягушка. Правильно. Они сделаны из бумаги. Правильно, Мирей. Жалпазм, пожалуйста. Они сделаны в треугольной форме. Хорошо, молодец. Айша, пожалуйста. Медведь коричневого цвета. Лягушонка зеленого, лиса желтого, заяц голубого, а мышь и волк серого цвета. Проверим ответы учащихся с правильным ответом. Это герои сказки «Теремок». Они сделаны из бумаги, они сделаны в треугольной форме. Медведь коричневого, лягушонок зеленого, лиса желтого, заяц голубого, а мышь и волк серого цвета. Все правильно. Группы «Солнышко». Молодцы. Я тоже оцениваю ответ группы «Солнышко» на отлично. Ребята, а кто мне скажет, что такое сказка? Затрудняетесь ответить? Тогда давайте посмотрим познавательное видео, где нам расскажут, что такое сказка и какие виды сказок бывают. А в этом нам поможет, конечно, Мир сказок знаком нам с детства. Чудесная история о храбрецах и трусишках, мудрецах и глупцах, загадочных землях и волшебных предметах, красавицах, силачах, вредных стариках и старухах. Кажется, что сказки есть обо всем. Но откуда вообще взялись сами сказки и для чего они создавались? Сказка – это жанр письменного и устного творчества. Особенность его в том, что в основе лежат какие-то выдуманные истории, небылицы. Так кто же их придумывает? Бывают сказки литературные. Это значит, что точно известно имя автора, который написал их.
Каждый из нас знаком с творчеством таких сказочников, как Ганс Христиан Андерсен. Его герои – стойкий оловянный солдатик, гадкий утенок, снежная королева и другие. Писательница Туве Янсен придумала историю о муми-троллях. Астрид Линдгрен, благодаря ей мы знаем таких персонажей, как Карлсон или Пеппи Длинный Чулок. Многие сказки являются настоящими шедеврами мировой литературы. Сказочников, подаривших нам чудесные книги, множество, но еще больше сказок, которые не имеют конкретных авторов. Они называются фольклорными. От слова «фольклор», что означает «народная мудрость». Поэтому сказки эти называют еще и народными. И чем древнее народ, чем богаче его культура, тем больше сказок в его наследии. У казахского народа огромное количество сказок. Давайте на их примерах и рассмотрим, какие вообще бывают виды народных сказок. Волшебные сказки. В них обязательно присутствуют маги, колдуньи или предметы, обладающие чудесной силой. Например, сказка о заговоренной девушке повествует о том, как злодей, разгневанный тем, что красавица отказалась выходить за него замуж, усыпил ее с помощью волшебной булавки. Спас девушку Джигит, который в награду получил ее любовь. От волшебных сказок отличаются бытовые. Они описывают жизнь простых людей и лишены чудес. Бытовые сказки – это истории о строптивых женах, ленивых хозяйках, о ловких ворах, смекалистых солдатах и глупых богачах. Есть сказки о животных. Их герои – это звери, птицы, рыбы, даже насекомые. Они обладают человеческими чертами характера и попадают в разные поучительные истории. Часто животные демонстрируют смекалку, доброту, щедрость или, наоборот, бывают наказанными за жадность или ложь. Например, казахская народная сказка о жадной жабе. Воспользовавшись засухой и отсутствием урожаев, она продает другим зверям свои запасы, обманывая и обвешивая их с помощью неправильных гирь на весах. За это ее заковывают в каменный короб. Так, по мнению авторов сказки, появляется каменная жаба или черепаха, которая всю жизнь будет таскать на себе тяжеленную ношу в память о своем... Ребята, а кто мне теперь скажет, что такое сказка? Пожалуйста. Сказка – это один из жанров письменного и устного творчества. Сказкой бывает литературная, у которых есть автор, и фольклорная, то есть народная. Сказки делятся на 3 вида – волшебные, бытовые и про животных. Собак с правильным ответом. Сказка – это один из жанров письменного и устного творчества. Сказки делятся на 3 вида – волшебные, бытовые, о животных. Все правильно. Аплодисменты. Давайте похлопаем. Знаете, Бегарас, пожалуйста. Снежная королева и Золушка. Молодец, садись. А какие бытовые сказки вы знаете? Сымбак. Алла-Кузи и Раневая река. Правильно, молодец. А какие сказки о животных вы знаете? Ардак, пожалуйста. Черемок, волк и 7 козлят. Молодцы. Я вас оцениваю на отлично. Вам большой палец, лайк, правильно. Так как мы заговорили не только о животных, но и об их цветах, давайте поможем нашим картинкам оживиться. Сделаем так, чтобы картинки заговорили. Давайте прочитаем сказку, заменяем картинку словами. Начнем с группы. Жил-был добрый волшебник. У него был день рождения. На праздник волшебник пригласил своих друзей муравья, воробья, рака и сороку. Приготовил угощение, сочные фрукты, праздничный торт и вкусное мороженое. Подарки. Муравьи принесли красивые цветы. Воробьи подарили разноцветные шарики. Рак вручил краски и карандаши. Сорока Волшебник был очень рад подаркам. Молодцы, ребята. Хорошо? Поэтому я оцениваю вашу работу на отлично. На прошлом уроке я вам дала задание сочинить свою сказку. Предложила вам картинки. А теперь давайте озвучим эту сказку. Был день рождения. Он пригласил своих друзей, ежика, лягушонка и белочку. Зайчик накрыл стол. Поставил выдвинутые кружки с чашками и торт. Вот они принесли подарки. Ежик подарил зайчику сладкую морковку. Лягушонок принес воздушный шар. А белка обратила
зайчиком, грибами, орехами. Ложь, лягушон, белочка и зайчик пили чай из красивых кружек с вкусным тартом. Потом весело и дружно играют. Как хорошо иметь друзей. Вы сможете перевести эту же сказку на английский язык? Да. Bunny had a birthday. Excellent. You are right. He invited his friends, Hedgehog, Frog and the Sky. Very good. Excellent. Thanks. Bunny led the table. It's very good. You are. Fat clothes and the base, Max play and the cake. It's very good. You are. Here comes the game, the brought gifts. Excellent. You are. The girl gave a sweet carrot. Good. Good. Frog brought the ball. Super. You are. And the squirrel games in mushrooms and nuts. Okay. Excellent. Can you? Hedgehog, frog, squirrel and bunny green here with cake. Excellent. One year together. Good. How nice to have them. Okay. Good. You are. That's all. Thank you. Thank you, children. Ребята, а вы когда-нибудь были в кукольном театре? Нет. Тогда давайте посмотрим познавательное видео из Блимленда «5 минут обо всем», где нам расскажут о кукольном театре. Кукольный театр. Куршах театра. Кукольный театр в наше время пользуется большой популярностью. И любят его как взрослые, так и дети. Кукольный театр делится на 3 вида. Их различие в том, как актер управляет куклой. Называются они театр верховых, низовых и срединных кукол. В верховом театре кукловод управляет куклами снизу, например, когда кукла надета на руку. При этом обычно артист-кукловод спрятан за ширмой. Театр низовых кукол еще называется театром кукол-марионеток. Здесь кукловод управляет куклами сверху, с помощью ниток или проволоки. И третий – это театр срединных кукол, когда кукловод управляет куклой со стороны. И когда артист сам находится внутри куклы, это тоже считается театром срединных кукол. Сказку, героями которого будете вы. Давайте сделаем инсценировку сказки «День рождения». Устроим свой театр. Это был день рождения. Он пригласил своих друзей, ежика, лягушонка и белочку. Поставил на стол вазу с цветами, кружки, и сладкий торт. Вот и гости. Здравствуйте, гости, дорогие, проходите. Здравствуй, зайчик. С днем рождения. Я принес тебе сладкую морковь. Спасибо. Здравствуй, зайчик, с днем рождения тебя. Я принесла тебе по подаркам воздушный шар. Спасибо. Здравствуй, зайчик, с днем рождения тебя. Я принесла в подарок грибы и орехи. Спасибо. Ежик, лягушонок, белочка и зайчик сели за стол. Пили чай из красивых кружек с вкусным тортом. Потом они весело и дружно разговаривали, а потом стали играть. Хорошо иметь друзей. Весело было на дне рождения у зайчика. Ребята, сегодня вы очень хорошо поработали. Ответы были у вас отличные. А как вы чувствовали себя сегодня на уроке?